рот не закрывает. Он пререкается, мне нужен ваш предмет и тому подобное. Ну, пусть приходят сюда, приходят на другую форму обучения. Юлия Борисовна, иди на секундочку, тут как выключить видео? Она мне не заканчивает. Конечно, еще на уроки приходить. Да. С Воротниковым сообщить. Адрес. Или завтра.
Вовсе, оказывается. Уважаемые коллеги, добрый день. Приветствую вас на вебинаре, который посвящен сегодня обсуждению вопросов подготовки к единому государственному экзамену по русскому языку. Уважаемые коллеги, если у вас есть возможность, я, конечно, хотела бы вас попросить поприветствовать друг друга в чате и, может быть, отметить, какую образовательную организацию вы сейчас представляете. Уважаемые коллеги, очень прошу, чтобы вы выключили свои микрофончики, для того, чтобы у нас не было лишнего звука. Уважаемые коллеги, пока лишний звук у нас присутствует, и, коллеги, по необходимости, если вы стесняетесь, смущаетесь, то вы, конечно, можете выключить и, собственно, видео. Но при этом вы можете пользоваться чатом собрания нашего, то есть нашего семинара. Если у вас возникнут какие-то вопросы или какие-то пожелания, вы, конечно, можете их в чате тоже отметить. Итак, уважаемые коллеги, на предыдущем семинаре вчера мы с вами обсуждали вопросы подготовки к основному государственному экзамену по русскому языку. Мы с вами понимаем, что этот экзамен преемственен по отношению к единому государственному экзамену по русскому языку. Сегодня мы с вами тоже будем обсуждать вопросы, которые позволят нам выйти от планируемых результатов, которые проверяются в рамках единого государственного экзамена по русскому языку, на типы заданий, а уже от типов заданий непосредственно к тем рекомендациям, которые позволят вам в течение года организовать свою работу как учителя и организовать работу учащихся. Уважаемые коллеги, еще раз прошу проверить в начале нашего семинара, у всех ли выключен микрофон. Коллеги, у нас фоном есть какой-то звук. По всей видимости, коллега, может быть, не подключила гарнитуру, то есть не подключены наушники. И поэтому у нас сейчас есть звук, который я очень прошу выключить, коллеги. И позволю себе обратиться непосредственно к содержанию нашего семинара. Итак, уважаемые коллеги, сегодня обсуждаем подготовку к единому государственному экзамену по русскому языку. Коллеги, обращаю ваше внимание на те изменения, которые произошли у нас не только в структуре, не только в содержании контрольных измерительных материалов, но еще и в спецификации. Коллеги, обратите внимание на очень важный нюанс. Обсудите его, пожалуйста, с коллегами в рамках ваших школьных методических объединений предметных кафедр. Итак, коллеги, все задания, все 27 заданий, которые предложены в контрольном измерительном материале, сейчас обозначены уровнем сложности базовый. Уважаемые коллеги, это означает, что абсолютно все учащиеся на оптимальном уровне должны справляться со всеми заданиями. А в прошлом году у нас уже были исключены из спецификации задания высокого уровня, то есть они были маркированы базовым уровнем. И в этом году исключено одно задание, которое оставалось повышенного уровня. Я к нему сегодня еще, прошу прощения за оговорку, буду обращаться, но, коллеги, давайте зафиксируем свое внимание на том, что абсолютно все содержание, все элементы содержания и все умения должны быть сформированы у всех учащихся. И вот этот вот вопрос очень сложный для нас, очень острый для нас, нужно обсуждать с коллегами, начиная с 1 класса. Коллеги, мы с вами открываем контрольно-измерительный материал и демонстрационный вариант, и мы с вами видим очень важную мысль о том, что ребенок должен заполнять бланки разборчивым почерком. Мы с вами понимаем, что становление почерка начинается еще на уровне начального общего образования. Большая часть тех языковых единиц, которые потом подробно изучаются в 5-7 классах в курсе морфологии, в 8-9 классе в курсе синтаксиса и пунктуации,
изучаться начинают тоже в 3-4 классах. Вот нам нужно с вами выдержать единство планируемых результатов. Это не говорит о том, что дети в 4 или 2 классах или в 6-7 классах должны выполнять задания ЕГЭ. Нет. Это говорит о том, что мы с вами должны понимать планируемые результаты и осознавать, что они базовые. Значит, в каждом классе мы должны проводить практикумы, которые детям позволяют на уровне возрастных возможностей, на уровне изученного материала выполнять эти задания. Коллеги, я прервусь буквально на секундочку и попрошу еще раз выключить микрофоны. У кого-то еще работает микрофон дополнительно. Итак, коллеги, обращаю ваше внимание, кроме всего прочего, на то, что в этом году у нас в кодификаторе появилась очень интересная таблица, в которой мы с вами видим обозначение базового и профильного уровней в соответствии с федеральным компонентом основных образовательных стандартов и базовый углубленный уровень в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов. Уважаемые коллеги, обратите внимание, пожалуйста, на то, что эта таблица позволяет понять нам, что и на базовом, и на углубленном уровне учащиеся получают возможность сформировать умения, которые проверяются в рамках единого государственного экзамена по русскому языку. Это вот очень важная таблица в этом году. Она означает, что вне зависимости от того, на углубленном уровне, на профильном уровне или на базовом уровне ученик изучает русский язык, ему нужно научиться понимать типовые формулировки заданий и выбирать тот путь действий, деятельности, который позволит ему справляться с этими заданиями. Еще раз повторю, у нас нет профильного экзамена по русскому языку. Все задания, все содержание базового уровня. А вот эта таблица просто показывает соотношение содержания на базовом уровне и на профильном уровне, если мы говорим об ВУЗ. Итак, уважаемые коллеги, теперь мы с вами давайте посмотрим на группу умений, которые проверяются в рамках единого государственного экзамена по русскому языку. Коллеги, обратите внимание, если мы сейчас с вами подсчитаем каждое умение, то мы с вами увидим, что более чем 11 заданий проверяют у нас владение нормами русского языка. Блин, обалдеть. Случайно. 14:30. В профессиональной деятельности наши дети, наши выпускники, уже получив специализацию, освоив профессию, действительно должны пользоваться в первую очередь речевыми орфоэпическими нормами. Большая часть профессиональной нашей деятельности, она проходит в устной форме. Ну, если только мы не обращаемся к каким-то специфическим профессиям. Итак, уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что эти нормы ученик осваивает в рамках одного предмета, а нужны они ему потом в целом в профессиональной деятельности и при составлении ответов, развернутых ответов на других предметах. Коллеги, конечно, есть специфика русского языка, что на едином государственном экзамене проверяются грамматические нормы, орфографические и пунктуационные нормы. И вот посмотрите, пожалуйста, на то, какой объем содержания при этом ученику важно освоить. Уважаемые коллеги, вчера мы с вами достаточно подробно обсуждали те приемы заданий, которые можно использовать для того, чтобы ученик освоил эти нормы. Сегодня я тоже позвольте поделиться тем опытом, который, может быть, будет для вас полезен. Итак, уважаемые коллеги. Что, как быстро человек найдет свой путь в жизни? Прошу прощения, коллеги, сделала небольшую паузу для того, чтобы все-таки вы заметили, что у нас есть посторонний звук в эфире и выключили микрофоны. Коллеги, еще раз обращаю внимание на это. Итак, уважаемые коллеги, для того, чтобы уже в 11 классе, понятно, что начинать нужно гораздо раньше на уровне основного общего образования, для того, чтобы в 11 классе и в 10 классе ученик уже показывал, демонстрировал уровень освоения лексических норм, грамматических или орфографических норм, нам нужно создавать речевые ситуации.
Что можно считать в данном случае речевой ситуацией, уважаемые коллеги? Конечно, написание сочинения – это речевая ситуация. Но это письменный формат работы, и мы с вами понимаем, что он занимает очень много времени. Это работа затратная по времени. А на самом деле, если мы с вами откроем основную образовательную программу на уровне основного общего образования, и потом обратимся к рабочим программам на уровне среднего общего образования, то увидим, что в качестве речевых ситуаций разработчики стандарта и разработчики примерных основных образовательных программ предлагают нам использовать разные формы диалога. Этические диалоги, тематические диалоги. Уважаемые коллеги, вы можете сказать о том, что это в большей степени характерно для 9 класса. На самом деле, конечно, нет. Если мы с вами обратимся к открытому банку заданий, который размещен на сайте Федерального института педагогических измерений, то увидим, что рассуждения, диалоги на основе фотоматериалов, иллюстрации художественным произведениям, на основе прочитанного публицистического текста должны быть и на уровне среднего общего образования. И вот как раз в диалоговой речи, в этой форме у учащихся и возникает необходимость использовать те слова, которые вызывают затруднения с точки зрения соблюдения орфоэпических норм. Коллеги, вот для того, чтобы эти устные формы работы мы с вами обогатили, мы как раз и можем задать не только тему, но еще и задать объем тех лексических единиц, которые нужно будет ребенку внести в тот или иной диалог. Это очень важная форма работы, потому что устной речью мы с вами пользуемся в гораздо большем объеме. И поэтому ученик, который понимает, что в устной форме ему тоже нужно использовать языковые единицы, к этим формам работы будет относиться с большим пониманием, нежели только к сочинениям. Уважаемые коллеги, обращу ваше внимание еще на один вид работы. Мы с вами понимаем, что в начале 11 класса, тем более в 10 классе, нам нужно с вами успеть сфокусировать внимание учителей на очень большом объеме групп орфографических правил и групп пунктуационных правил. И вот в этой связи тоже очень важны устные рассуждения. Конечно, здорово, если рамки урока позволяют вам вывести детей и на письменное рассуждение. Что я имею в виду? Имею в виду, что детям нужно предложить возможность рассуждать устно по поводу того, какой нормой объединены те или иные группы слов, которые вы предложили, допустим, детям на этапе актуализации во время проведения урока. И по аналогии с 9 классом, если мы говорим о том, что орфографическая подготовка должна быть перед написанием изложения, то в 11 и 10 классах орфографическая и пунктуационная разминка, пропедевтика нужна перед написанием сочинения. Да, мы не можем предугадать весь тот объем слов, который ребенок будет использовать в сочинении, но благодаря своему опыту, коллеги, мы с вами все уже давно накопили тот багаж, тот банк наиболее употребительных слов, которые дети используют в сочинении. И, кроме всего прочего, банк нарушений речевых норм. Поэтому мы, конечно, можем пропедевтически перед сочинением с этим банком поработать для того, чтобы актуализировать навыки учащихся. Итак, уважаемые коллеги, для того, чтобы наши учащиеся в своей постоянной речевой практике, в устной форме и в письменной форме соблюдали нормы русского языка, все языковые нормы, нам, конечно, важно создавать разные речевые ситуации. Еще раз повторюсь, что это не только речевая ситуация, связанная с написанием сочинения. Коллеги, обратимся и к другим группам умений и посмотрите, пожалуйста, на то, что достаточно много заданий у нас ориентированы в рамках единого государственного экзамена по русскому языку на анализ текста. Причем мы с вами видим, что в контрольных измерительных материалах представлено несколько уровней анализа текста.
Да, собственно говоря, в рамках единого государственного экзамена по русскому языку нет так называемого комплексного лингвистического анализа текста. Я имею в виду тот момент, когда ребенок получает этот текст и целиком по плану его анализирует, но несколько уровней представлены. Коллеги, в первую очередь говорю о первом задании, которое в этом году в формате 2022 года, вы, конечно, изучали демонстрационный вариант, предполагает, что ребенку нужно провести стилистический анализ текста. Причем это специфический анализ, потому что ребенок не строит собственное рассуждение. Ребенок анализирует утверждения, которые ему предложены, и должен выбрать те утверждения, которые действительно раскрывают стилистические особенности предложенного текста, и найти те утверждения, которые не относятся, не имеют никакого отношения к тексту того стиля, который будет предложен в контрольном измерительном материале. Итак, уважаемые коллеги, обратимся еще к одному уровню анализа текста. И далее я на некоторых из этих заданий тоже сегодня в качестве рекомендаций буду останавливаться. Уточню, что сейчас мы пока с вами обсуждаем группу умений и объем содержания единого государственного экзамена по русскому языку. Уточняю это для тех коллег, которые, может быть, только сейчас присоединились. Коллеги, у нас с вами есть задание 2 и 25 задание, и я вам чуть позже покажу то, в каком процентном соотношении наши выпускники выполняют это задание, но это ведь тоже уровень анализа текста. Уважаемые коллеги, следующее задание – это 22 задание. Я всегда называю его заданием очень дорогим, потому что оно коррелируется, оно соотносится с 27 заданием. И если ученик научился правильно выполнять с учетом извлечения содержания текста, с учетом преобразования этого содержания, с учетом применения смысловых стратегий чтения текста, то, конечно, он потом успешен и при написании сочинения. Итак, смысловой анализ текста – это задание 22. Уважаемые коллеги, следующее задание, которое тоже позволяет нам проводить анализ текста, но уже на уровне использованных функционально-смысловых типов речи. Это задание 24. Коллеги, и вот это задание, несмотря на кажущуюся простоту формулировки, на кажущуюся доступность формулировки, является для детей максимально трудным, что говорит о том, что в 5 классе, когда дети подробно изучают разные типы описания, потом в 6 классе, когда они говорят уже о повествовании и тоже разных видах повествования. В 7 классе это, конечно, в связи с изучением публицистического стиля речи, это разные виды рассуждения. Вот как раз уровень выполнения этого задания говорит о том, что в 5, 6, 7 классах у детей не было достаточной практики. Конечно, на уроках вы можете соотнести сейчас со своим опытом. Дети, скорее всего, что тип речи определяли. Но, по всей видимости, эти работы носили коллективный, фронтальный характер. А речь идет о том, что ребенок в рамках своего рассуждения, мини-ответа, доказывал принадлежность конкретного фрагмента или нескольких фраз, или одной фразы, вот как раз определенному типу речи. Подумайте, уважаемые коллеги, есть ли это в вашем опыте, и можете ли вы внести эту рекомендацию в свою практику. Уважаемые коллеги, следующий уровень анализа текста – это анализ изобразительно-выразительных средств. Это задание традиционно выполняется на достаточно хорошем уровне, но тем не менее, если со средствами, непосредственно со средствами художественными дети справляются, то, как правило, приемы у них вызывают затруднения. Это означает, что не только в 10-11 классах, но и в 9 классе, когда мы готовим детей к основному государственному экзамену, нам нужно научить их различать средства от приемов, хотя бы на уровне сначала понимания понятий, определения понятий, а уж затем применение этих понятий относительно конкретного текста.
Уважаемые коллеги, ну и, наконец, следующий уровень анализа текста, который представлен вот как раз в содержании единого государственного экзамена по русскому языку, это сочинение, развернутый ответ, но это сочинение на основе смыслового анализа текста. Если мы с вами берем критерии 1, 2 и 3 критерии оценивания задания 27-го, то мы с вами понимаем, что вот как раз 8 баллов – это 1, 2 и 3 критерий. 8 баллов ребенок получает за то, что он правильно понял содержание текста и извлек фактологическую информацию для того, чтобы привести примеры, интерпретировал концептуальную информацию для того, чтобы обозначить связь между этими примерами и, наконец, нашел подтекстовую информацию для того, чтобы объяснить роль этих примеров в тексте. Конечно, на занятиях с детьми, на уроках, на факультативах и на консультациях мы не употребляем эти слова фактологическое, концептуальное, подтекстовое, но наши задания, подводящие задания, обучающие задания должны быть построены таким образом, чтобы ребенок правильно извлекал факты, которые представлены в тексте, правильно устанавливал связь между этими фактами, и, соответственно, потом интерпретировал роль тех фактов, которые он извлек для раскрытия проблемы. Итак, уважаемые коллеги, несколько уровней анализа текста представлены у нас в контрольных измерительных материалах единого государственного экзамена по русскому языку. И это означает, что учитель прежде всего сам должен повторить теорию, которая имеет отношение к анализу текста. Коллеги, и в этом смысле обращаю ваше пристальное внимание к публикациям на сайте издательства «1 сентября». Вы, конечно, знаете, что наш с вами профессиональный журнал «Русский язык», архивы этого журнала, оцифрованные архивы, имеется в виду сами номера журнала, размещены на этом сайте в открытом доступе, без требования регистрации. Наберите, пожалуйста, в поисковой строке непосредственно в архиве этих журналов «Русский язык» вот как раз вот это проблемное поле, анализ текста. Можете даже уточнять анализ публицистического текста, анализ художественного текста, и вы заметите, что эта проблема очень активно обсуждалась в тот момент, когда единый государственный экзамен только набирал обороты. И вы увидите замечательные публикации наших методистов, лингвистов, в частности Романичевой, которые посвящены анализу текста. И эти публикации будут датированы 2002-2005 годами. Очень советую вам поработать с этими публикациями для того, чтобы актуализировать свои навыки анализа текста. Уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, на то, что эти уровни анализа сейчас объединены не случайно. Если ученик освоил навыки этих уровней анализа текста, то он, конечно, готов к написанию сочинения. То есть его не тревожит, не вызывает у него тревоги, да, опасений, может быть, даже страха, вот такого эмоционального состояния, тот текст, который потом будет предложен в 27-м задании. Потому что он понимает, как определить стиль текста, какие средства связи сейчас, во 2-м и 25-м задании, сейчас будут помогать ему работать с этим текстом. Даже типы речи, которые представлены, например, в художественном стиле, в текстах художественного стиля речи, даже вот эти типы речи будут помогать ему написать сочинение. Поэтому, уважаемые коллеги, все уровни анализа очень важны, и они вот исподволь накапливают материал, который потом позволяет ученику перешагнуть к написанию сочинения. Вот в этом я вижу глубокую связь между этими уровнями анализа текста. Коллеги, ну теперь посмотрите, пожалуйста, еще раз на пример кодификатора контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена по русскому языку 2022 года. И многие коллеги тогда, когда увидели
и сначала проект изменений, участвовали в апробации заданий, которые предполагалось внести в единый государственный экзамен в прошлом году. Конечно, задавались вопросом, а собственно, где в наших основных образовательных программах и где в наших рабочих программах вот эти уровни анализа текста? Они есть. Они есть в планируемых результатах, в требованиях к планируемым результатам. Обратите на них, пожалуйста, внимание. Кодификатор в данном случае как раз вам может помочь сориентироваться. Я прошу прощения за то, что сейчас не обозначила верхнюю часть таблицы, но напомню, перед вами колонки, которые обозначают базовый профильный уровень, базовый углубленный уровень. И мы видим, что у учащегося есть возможность освоить эти навыки вне зависимости от того, на каком уровне он изучает курс русского языка в 10-11 классах. Итак, уважаемые коллеги, обратимся к заданию первому. И сегодня наши рекомендации будут носить общий характер, но мы в течение учебного года с вами обратимся ко всем этим заданиям для того, чтобы накопить опыт применения разного рода заданий, для того, чтобы развить навыки учащихся, которые позволят им справляться с этими заданиями. Итак, уважаемые коллеги, задание первое в этом году в формате 2022 уже года предполагает, что дети будут проводить стилистический анализ текста. И мы, конечно, предполагаем, что учащимся будут предложены тексты в научном, а точнее говоря, в научно-популярном подстиле. Разумеется, учащимся будут предложены тексты публицистического стиля, и это будет прямая связь с 27-м заданием. Конечно, это будут тексты художественного стиля. Уважаемые коллеги, мне сложно пока говорить, потому что я тоже не видела, да, например, в открытом банке заданий ФИПИ такие варианты, поэтому сложно говорить о том, будет ли представлен, например, материал, связанный с разговорным стилем речи, потому что тогда у нас должна будет быть отметка о том, что это разговор, например, записанный на улице. То есть это не часть художественного текста. Поэтому сложно мне предположить, в каком формате может быть представлен разговорный стиль речи. Но, тем не менее, и официально деловой стиль речи тоже может найти отражение в этом задании, потому что вот как раз мы с вами видим такие задания по аналогии, например, в контрольных измерительных материалах по обществознанию. Поэтому мы предполагаем, что, например, фрагменты из Конституции, почему бы и нет, могут быть тоже здесь представлены. Но пока ориентируемся в первую очередь на научно-популярный подстиль, на художественный стиль, публицистический стиль. Безусловно, повторяем особенности разговорного стиля речи и официально-делового стиля речи тоже. Итак, уважаемые коллеги, давайте мы с вами вспомним уровни стилистического анализа текста. Коллеги, конечно, тогда, когда мы с вами говорим о том, как готовить детей, мы прежде всего задаемся целью, чтобы учащиеся научились определять то, с какой целью создан этот текст. И мы понимаем, что сообщение информации, собственно, сообщение информации, информирование характерно для многих стилей речи, но разница здесь будет в содержании, в отборе содержания. И одно дело, если в разговорном стиле речи мы просто сообщаем информацию о том, что утром прошла гроза. А вот в научном стиле речи, конечно, автор ставит перед собой цель объяснить это природное явление, при этом с учетом тех процессов, которые происходят. Итак, уважаемые коллеги, в тот момент, когда вы будете планировать работу с вашими учащимися, вы, конечно, обратите внимание на то, что это задание, этот вопрос, он позволяет понять, прочитали ли дети фрагмент вообще, работали ли они с тем текстом, который вы им давали. Следующий уровень – это, конечно, функции того стиля речи, который нам предложен. И мы с вами понимаем, что некоторые функции публицистического, допустим, стиля речи, например, официально-делового стиля речи с точки зрения воздействия на окружающих людей будут совпадать.
но разница опять будет в отборе содержания. И вот как раз эти вопросы по поводу функций, которые выполняют тот или иной стиль речи, они будут понятны детям, если мы им такое задание будем формулировать после прочтения текста. Вот эти два первых шага очень важны для того, чтобы понять, а дети вообще с текстом знакомились, они его прочитали или все-таки решили отложить и дождаться вопросов учителя. Коллеги, следующий уровень – это жанровые разновидности. Предполагаем, да, есть такое предположение, что в задании первом нам могут дать утверждение, которое будет ориентировать ребенка на то, этот фрагмент, он взят, например, научно-популярного стиля речи из справочника, из словаря, из учебника, или это может быть часть доклада на конференции, например, ученической исследовательской конференции. Коллеги, на жанровые разновидности тоже обратите внимание, и это не какая-то отдельная работа. Вы можете как раз сравнить между собой несколько текстов и отметить, что в научном стиле речи это как раз будет, например, словарная статья, а, например, в публицистическом стиле речи это может быть очерк, а при этом тема, она может быть, конечно, одной. Уважаемые коллеги, следующий уровень – это лексические средства. И мы с вами понимаем, что если для научно-популярного стиля речи характерны слова с точным значением, прямым значением. Если в научно-популярном стиле речи используется много слов с абстрактным значением, и в том числе это и слова отглагольно-существительные, но это больше, конечно, грамматическое средство, отглагольно-существительное, то мы с вами понимаем, что сравнивая между собой тексты научного стиля и художественного стиля речи, дети достаточно легко, если уже накопили опыт работы, допустим, с научным стилем речи, могут говорить о том, что, например, в справочнике или в учебнике биологии мы видим одно объяснение процессов дыхания, а вот, например, зарисовку, размышления Оли Мещерской, героини Ивана Алексеевича Бунина в рассказе «Легкое дыхание», они, конечно, по аналогии могут сравнить и говорить о том, что здесь среди лексических средств в первую очередь слова многозначные, которые создают образы. Потому что Ольга Мещерская обращается к своей подруге и говорит: «Слышишь, послушай, легкое дыхание». И вот это «послушай» – это, конечно, слово многозначное, потому что оно предполагает, что героиня, ее подруга, должна проникнуться состоянием. То есть речь не о физиологическом процессе, а о состоянии. Итак, уважаемые коллеги, особенности стилистического анализа как раз заключаются в том, что нам нужно научиться находить те лексические средства, которые позволяют построить тексты разных стилей. Уважаемые коллеги, морфологические средства позволяют нам понять то, с помощью каких частей речи, например, создается последовательность в научно-популярном стиле речи и в художественном стиле речи. И сравнивая такие тексты, мы с вами замечаем, что для научно-популярного стиля больше характерны, например, вводные слова, которые обозначают последовательность. А для художественного стиля речи больше характерны лексические повторы, указательные местоимения, притяжательные местоимения и однокоренные слова. То есть на уровне морфологии, коллеги, мы с вами можем повторять еще и средства связи. Задания между собой так переплетены, что это помогает учителю сразу отрабатывать несколько типов заданий, которые заявлены в едином государственном экзамене по русскому языку. И следующий уровень стилистического анализа – это синтаксические средства. И здесь тоже очень полезны задания на сопоставление. Уважаемые коллеги, у меня у самой есть опыт работы непосредственно с учениками, которые готовятся к единому государственному экзамену в этом году. И
Вот наобум на уроке дети сказали, ну, если в научно-популярном стиле речи, подстиле речи много сложно подчиненных предложений, которые обозначают причинно-следственную связь, которые позволяют как раз соблюдать последовательность, строгую логичность этого стиля речи, то, наверное, в художественном стиле речи нет таких предложений. Я приняла эту гипотезу, и мы в течение урока доказывали, что эта гипотеза неверна, что и в художественном стиле речи у нас используются сложно подчиненные предложения и тоже для того, чтобы показывать причинно-следственные связи. Только сейчас эти причины и следствия, они кроются в поступках героев и в их решениях. Итак, уважаемые коллеги, сопоставительный анализ текстов позволяет нам погрузиться в разные уровни анализа текста и разобрать разные средства, характерные для конкретного стиля речи. Уважаемые коллеги, конечно, у каждого стиля речи есть еще и особые стилевые черты. И вот опять же, если мы говорим о научно-популярном стиле речи, то это безэмоциональность, некая сухость изложения фактов, объяснения научных явлений и процессов. А вот как раз для художественного стиля речи и разговорного стиля речи это наоборот обилие оценочных слов и обилие эмоционально-экспрессивных средств. Итак, уважаемые коллеги, задание первое в первую очередь предполагает, что мы с учащимися должны обсудить эти стилистические черты каждого текста и каждого стиля речи. И, собственно говоря, мы, конечно, не имеем возможности выделить отдельные уроки, но мы можем поставить перед собой цель в течение первой четверти часть урока отводить для того, чтобы разбирать тексты, а потом на основе этих же текстов мы с вами можем отрабатывать и орфографические нормы, и пунктуационные нормы, и грамматические нормы. Конечно, большая часть уроков в 11 классе носит комплексно обобщающий характер. То есть это не столько уроки открытия нового знания, сколько, конечно, комплексно обобщающие уроки. Уважаемые коллеги, и позволю себе поделиться некоторыми рекомендациями. И вот как раз эти рекомендации, может быть, сориентируют вас в подборе заданий, потому что мы понимаем, что готовых заданий нет. Но, коллеги, у нас очень много текстов. В учебниках Разумовской, допустим, в учебниках Лысенкова тоже. Поэтому, коллеги, используйте те тексты, которые уже есть. К этим текстам учащиеся как раз и могут сами, с вашей помощью, конечно, подбирать утверждения, которые будут подходить. Эти утверждения будут связаны не только с жанровыми разновидностями, но и с той целью, которую автор перед собой ставит, с указанием лексических средств, которые были отобраны для создания этого текста. То есть вы будете придумывать утверждения, а вот примеры, доказывающие правильность этих утверждений, учащиеся сами будут подбирать из этих текстов. Ну, допустим, мы подбираем утверждение о том, что в научно-популярном подстиле речи в таких текстах практически не используются глаголы первого и второго лица и местоимения первого и второго лица, потому что научно-популярный подстиль речи вот как раз и отличается обобщенностью и отвлеченностью. Конечно, дети таких примеров морфологических средств не найдут, но тогда они найдут глаголы третьего лица, большое количество глаголов, употребленных в прошедшем времени, и глаголы, которые употреблены в начальной форме. Итак, еще раз повторю, уважаемые коллеги, ваша задача будет на основе учебника, вот как раз учебников 7, 8, 6 класса, сделать выписки, которые будут собой представлять утверждения по отношению к этому стилю речи без примеров. А вот детям, собственно, примеры по тексту и нужно будет научиться подбирать. Это очень хорошая работа, очень интересный вид работы, потому что учащиеся не просто будут читать теорию об этом стиле речи, они будут соотносить каждый теоретический пункт непосредственно с текстом и дополнять его своими примерами. О сопоставлении текстов я уже говорила, ну а вот о том, что и сами дети могут подбирать мини-тексты, вы, конечно, можете тоже подумать, и в зависимости от того, насколько готов уже ваш класс, и это задание тоже этим давать.
Уважаемые коллеги, обратимся и к другим заданиям, которые часто выполняют дети сложно. И вот теперь посмотрите, пожалуйста, перед вами орфографический анализ, это задание 9. Традиционно это задание сложное. Коллеги, у меня есть опыт анализа результатов единых государственных экзаменов на протяжении последних лет. И вот вне зависимости от того, была ли обозначена корневая морфема с пропуском гласного или не была обозначена, дети все равно это задание выполняют достаточно сложно. И вот посмотрите, перед вами результаты единого государственного экзамена 2021 года, и посмотрите, средний уровень выполнения этого задания всего 61%. То есть более 40% детей затрудняются при анализе безударных проверяемых, чередующихся и безударных непроверяемых гласных в корне слова. Вот на это нужно обратить внимание, коллеги, и уделить время на то, чтобы учащиеся выполняли морфемный разбор с учетом значения слова. Уважаемые коллеги, опыт работы в Республиканской предметной комиссии позволяет мне говорить о том, что очень часто учащиеся не справляются с этим заданием, потому что они пытаются проверить слово «горячий». Понимаете, да, что сейчас вот я произнесла «проверить». Пытаются проверить при помощи и слова «гора», и слова «горчица», и слова «гордец». Мы с вами понимаем, что ребенок действительно не различает слова, в которых чередуется гласная, слова, в которых эту гласную можно проверить под ударением, и слова, в которых эту гласную под ударением мы с вами не услышим, потому что она не проверяем. Итак, уважаемые коллеги, вот для того, чтобы к этому заданию подготовиться, нужно, конечно, обратиться к действующим словарям и справочникам. И еще раз обращу ваше внимание на тот ресурс, который был анонсирован в рамках семинара по основному государственному экзамену по русскому языку. Это ресурс грамота.ру. Разработчики заданий контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена и единого государственного экзамена по русскому языку прежде всего наше внимание обращают на этот ресурс. А это значит, что мы можем дать детям домашнее задание, чтобы они сами на основе материалов этого ресурса составили таблицу, в которой бы привели примеры всех корней, в которых чередуются гласные, и привели примеры слов амонимичных, которые мы с вами не должны использовать для того, чтобы пытаться проверить эту чередующуюся гласную в корне. Уважаемые коллеги, обратимся еще к одному заданию. Извините, к блоку заданий. Это задание с 10 по 12. Вот прошу прощения за опечатку, уважаемые коллеги. Вы дважды видите 12 задание. Это случайная опечатка. Коллеги, обратите, пожалуйста, внимание на то, что только 60% учеников справляются с блоком, который позволяет проверить правописание приставок. Это 10 задание. Уважаемые коллеги, вот это задание вызывает трудности, потому что не всегда учащиеся после того, как завершают курс морфологии, потом, переходя к синтаксису в 8-9 классах, имеют возможность постоянно актуализировать эти орфографические нормы. Обратите, пожалуйста, на это внимание, чтобы у учеников была возможность объяснять, рассуждать на основе того материала, который мы сегодня, допустим, предложили. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, на то, насколько сложно детям различать прилагательные, именные, глагольные, на то, насколько им сложно различать причастие, и при этом еще возможность задания. Посмотрите, тоже всего 49% учащихся справляются. И посмотрите, если мы с вами берем группочку детей, которые набрали от 61 до 80 баллов, это ведь хорошая группа ребят, они потенциально могут перешагнуть за 80 баллов, то и там этот показатель тоже составляет всего 50%. Ну и, наконец, посмотрите, пожалуйста,
самое сложное задание. Мы видим, что во всех группах дети справляются тяжело. Посмотрите, пожалуйста, всего лишь 15% детей в группе, в которой набрано от минимального до 60 баллов, вот всего 15% детей справляются с заданием, которым нужно проанализировать правописание личных окончаний глагола и суффиксов причастий. Ну вот и средний процент 39%, и процент выполнения в группе, в которой от 61 до 80 баллов всего лишь тоже 40%, 39%. Коллеги, вот какие советы можно дать в этом смысле? Да, разумеется, и в 10 и 11 классах я придерживаюсь практики, которую используют многие учителя. Это написание тематических диктантов после того, как мы повторили блок орфографических правил. Но, уважаемые коллеги, этого недостаточно. Поэтому обучающие задания должны быть направлены и на то, чтобы дети эти же языковые единицы использовали в развернутом ответе. И тогда, уважаемые коллеги, конечно, это увеличивает объем нашей подготовки, затратность нашей подготовки к уроку, но тем не менее нам нужно будет отбирать, например, те слова с приставками, те глаголы, которые дети могут употребить по отношению к характеристике героя в том сочинении, которое потом по тексту они будут писать. Или, например, те глаголы, которые они будут использовать для определения позиции автора. Нам ведь все равно этот словарный запас нужно накапливать. Так вот, его накапливать можно тематически. То есть мы можем с вами отработать орфографический минимум на примере тех слов, которые помогают ученику сформулировать позицию автора в тексте, который он сейчас анализирует. Итак, уважаемые коллеги, мы сейчас с вами обратили внимание на то, как выполняют ученики задания в блоке орфографии. А теперь давайте посмотрим на то, какие затруднения возникают у ребят тогда, когда они переходят к мутационному анализу. Посмотрите, уважаемые коллеги, сейчас на 16 и 19 задания, они приведены в пример не случайно. Мы с вами знаем, что эти задания в этом году тоже претерпели изменения. 16 задание теперь оценивается всего лишь в 1 балл. И в этом задании расширено языковое содержание, и оно расширено тоже в соответствии с нашими основными образовательными программами. Мы с вами понимаем, что те сочинительные союзы, которые были предложены и в пособиях, издаваемых в тестовых, конечно, пособиях с тестами, которые были изданы Федеральным институтом педагогических измерений под редакцией Цибулько, и на сайте СДАМ, государственную итоговую аттестацию, и на многих других ресурсах. Вот в этом 16-м задании мы в основном с вами видели небольшой набор тех сочинительных союзов, которые используются в предложениях с однородными членами и в сложно сочиненных предложениях. А теперь наша с вами задача посмотреть и на составные сочинительные союзы, такие союзы как так и, не только, но и, не столько, но и. Обратить внимание на повторяющиеся союзы, например, ни-ни, либо-либо, или-или. Ну и кроме всего прочего, обратить внимание и на противительные союзы. Уважаемые коллеги, содержание, конечно, будет еще и расширено за счет того, что у нас будут предложены для анализа сложно сочиненные предложения, в которых будут исключения. Но дело в том, что эти примеры и так уже использовались, в том числе они были предложены в открытом банке заданий Федерального института педагогических измерений. Поэтому, коллеги, смотрите, пожалуйста, в этом смысле мы можем вернуться к учебникам и 8 класса, и 9 класса. Эти учебники помогут нам быстро собрать материал. Поэтому, коллеги, эти учебники, конечно, у вас есть в библиотеках, в школьных библиотеках. Вы можете активно с ними тоже работать, то есть распечатывать материал, копировать материал, в том числе из этих учебников. Коллеги, что касается расширения содержания в 19 задании, мы с вами понимаем, что чаще всего детям предлагали сложно подчиненное предложение, в котором была одна придаточная часть. Эти выводы мы с вами опять же можем делать по тем открытым материалам, которые есть на ресурсах. Сегодня я их уже несколько раз называла, повторять не буду.
Мы с вами понимаем, что расширение содержания пойдет за счет того, что детям нужно будет анализировать сложно подчиненные предложения с несколькими придаточными и с разными видами связи между этими придаточными. Это и однородное, и неоднородное, и последовательное подчинение. Коллеги, и вот в этой связи очень рекомендую вам обратиться к вариантам контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена, я не оговорилась, коллеги, формата 2015, ну и вплоть до 2019 года. Коллеги, вы ведь, конечно, помните, те коллеги, которые имеют большой стаж работы и не в первый год выпускают классы после 9, после 11, вы, конечно, знаете, что у нас такое задание уже было. Оно было предложено для 9-классников, и вы можете брать этот готовый материал для того, чтобы как раз и посмотреть то, как могут быть по отношению к главному предложению и по отношению друг к другу расположены придаточные части. Коллеги, готовый материал уже есть. Поэтому вы обращаетесь к тем ресурсам, которые помогут вам этот материал собрать. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, что вот за последние 3 года мы замечаем уровень результативности, да, выполнения 16-го задания. Посмотрите, средний уровень почти 84%. А уровень выполнения в группе учащихся от 61 до 80 баллов, набравших вообще 90%. Но, тем не менее, мы предполагаем, что этот уровень достигнут в большей части из-за того, что можно было получить 2 балла. Ну, а теперь детей сориентируйте, пожалуйста, мотивируйте на то, чтобы они это задание выполняли тщательно, основывали выполнение этого задания на синтаксическом анализе. Без синтаксического анализа, без определения грамматических основ, без определения типа речи, без обозначения однородных членов, такое задание выполнять нерационально. Ну и, наконец, посмотрите на 19-е задание. Оно выполнялось не на очень высоком уровне, но в то же время это уровень не критический. Мы с вами видим 68% выполнения – это средний уровень, но зато посмотрите, этот уровень ведь достигнут за счет тех детей, которые набрали от 61 до 80 баллов, тестовых баллов. В других группах мы с вами видим, что это задание выполняется гораздо хуже. Коллеги, ну, теперь посмотрите, пожалуйста, на рекомендации. Конечно, нам нужны пунктуационные практикумы, и это не отдельные уроки, это только часть уроков. И вот это практикумы как раз на составление предложений заданной структуры. Допустим, вы на уроке актуализировали этот тип предложения, допустим, с обособленными оборотами. Вот как раз сейчас говорю о 17-м задании. Ну вот вы актуализировали этот тип, и теперь можете предложить учащимся, чтобы они составили как раз предложение этой заданной структуры. Уважаемые коллеги, обратите внимание на очень интересный вид работы. Это пересказ фрагментов текста с сохранением синтаксических конструкций, которые были представлены. Вот это задание очень важно для того, чтобы дети научились работать с теми текстами, которые им будут предложены потом в 27-м задании. Я имею в виду с текстами художественного стиля речи и публицистического стиля речи. Уважаемые коллеги, фрагменты этих текстов тоже нужно научиться пересказывать. Для чего? А для того, чтобы потом эти пересказы свернуть до примера, обобщить до примера. Начинать-то, конечно, дети могут с фрагментов пересказа. Ну и, наконец, и сами учащиеся могут подбирать предложения из разных источников. И в данном случае источником может стать текст литературного произведения, который они изучают вот как раз на уроках литературы, ну, в ту неделю, когда вы проводите непосредственно урок. Итак, уважаемые коллеги, это вот рекомендации по работе с 16 и 19 заданием. Уважаемые коллеги, а теперь давайте посмотрим на задания 2 и 25. Перед вами уровни выполнения этих заданий в 2021 году по Республике Коми. Повторю, это результаты, которые продемонстрировали наши с вами выпускники. Посмотрите, второе задание. Традиционно дети выполняли достаточно хорошо, а вот 25-е задание – это всего 48% выполнения.
И если мы с вами обратим внимание на группу детей, которые набирают от 61 до 80 баллов, это всего 52%. И по опыту проверки работ понятно, что первая часть не проверяется. Я имею в виду опыт работы в образовательной организации. Вот по опыту проверки следует говорить о том, что дети затрудняются в одних и тех же средствах связи. И вот для того, чтобы эти навыки развить, мы, конечно, можем предложить им так называемые лабораторные работы. И эти лабораторные работы – это не выполнение и не только выполнение типовых заданий в формате ЕГЭ. Это работы, которые вам представлены сейчас на слайде. Это, например, замена средств связи. Когда учащийся научится вводное слово, которое использовано для того, чтобы в тексте показать последовательность развития мысли, заменять синонимичным, когда учащийся попробует противительный союз, который тоже использован как средство связи, заменять синонимичным, когда учащийся попробует подобрать контекстуальный синоним, который и так уже в тексте есть, но при этом арсенал русского языка позволяет еще подобрать синонимы, вот только в этот момент он действительно будет осознавать, что это средство связи, и оно выполняет свою функцию. Оно держит текст, логику развития мысли, каждое средство связи выполняет эту функцию, но и кроме всего прочего, здесь еще есть одна функция средств связи – это устранение повторов. Если в научно-популярном подстиле речи повторы – это особенность, стилистическая особенность, и в официальном деловом стиле речи это тоже особенность, то в других стилях речи, в художественном стиле речи мы, конечно, понимаем с вами, что повторы играют другую функцию. Уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, и на то, что учащиеся могут наблюдать за тем, как автор того или иного текста использует средства связи. И, собственно говоря, они могут эти средства связи не столько восстанавливать, сколько показывать в предложениях и находить, допустим, в 25-м предложении то местоимение указательное и связывать это указательное местоимение с тем существительным, которое обозначает связь и которое позволяет избежать повторов, ненужных повторов. Итак, уважаемые коллеги, обратим внимание на то, что и эта группа заданий, второе 25-е задание, требует от нас подбора текста. Но повторю, что если мы с вами будем подбирать тексты для выполнения первого задания, то, разумеется, эти же тексты мы с вами будем использовать для того, чтобы работать со средствами связи. То есть дополнительный материал, он будет отвлекать ученика, а если он уже текст проанализировал, погрузился в этот текст, то и дальше он может работать с этим же текстом. Коллеги, ну вот теперь посмотрите, пожалуйста, на то, как выполняют дети 22 и 27 задание. Вот для меня 22 задание, как для учителя, оно своего рода маркер. То есть если ученик выполняет это задание, то, конечно, он сможет определить проблему и сможет подобрать примеры в 27-м задании. Потому что в утверждениях, не во всех, конечно, коллеги, но в утверждениях, которые нам предложены в 22-м задании, мы с вами можем найти те ключевые слова, которые можно потом использовать для формулировки проблемы. И вот те примеры и описательного типа, и повествовательного типа, которые можно потом использовать в сочинении, опираться в сочинении на эти примеры. Смотрите, какая прямая связь. 22-е задание выполняют у нас в среднем 71% выпускников, и 27-е задание 73%. Ну вот если мы с вами обратимся непосредственно к тому количеству детей, которые справляются, к той доле детей, которые справляются с приведением примеров, вы придется поверить на слово сейчас, уважаемые коллеги, но это будут те же самые цифры, те же 70%. Итак, уважаемые коллеги, теперь посмотрите, пожалуйста, на то, что вызывает затруднения у учащихся. По сути, эти затруднения мы с вами должны превратить, преобразовать в задания, то есть в вопросы, которые позволят ученикам погружаться. И здесь пример по художественному тексту, по тексту художественного стиля речи.
Напомню, коллеги, что большая часть текстов, которые нам дают непосредственно в контрольных измерительных материалах, это тексты повествовательные. Они повествуют о том событии, которое произошло в судьбе героя или героя. Так вот, уважаемые коллеги, сама последовательность разворачивания сюжета вызывает у детей затруднения. А значит, мы должны с вами при формулировки обучающих заданий, подготовительных к сочинению заданий, обязательно формулировать вопросы, связанные с тем, чтобы дети цепочку событий, цепочку поступков восстановили, поняли, что в этой цепочке является мотивом, что является причиной, к чему вообще привел тот или иной поступок, то есть что стало следствием, каковы последствия события, произошедшего события или поступков героя. Коллеги, еще раз повторю, сейчас вы на слайде видите не только содержание, которое вызывает затруднения, но еще и попробуйте перевернуть это содержание, представить его в виде вопроса, который вы будете задавать своим ученикам. Коллеги, дети затрудняются тогда, когда им нужно запомнить большое количество героев. Вот каждый раз, работая в республиканской предметной комиссии, мы, конечно, замечаем, что очень много героев представлено во фрагменте. И в этой связи нам нужны вопросы, которые бы готовили детей к тому, чтобы они поняли, как между собой эти герои соподчинены, в каком положении они по отношению друг к другу находятся, как связаны между собой. Коллеги, эти дополнительные вопросы исподволь будут помогать детям понимать, что так нужно действовать при работе с любым текстом, абсолютно с любым текстом. И в тот момент, когда вы уже не сможете им помогать во время экзамена, дети этот механизм работы с текстом, эти приемы работы с текстом, конечно, будут тоже применять. Коллеги, очень много фактических ошибок возникает при написании сочинения в тот момент, когда дети не обращают никакого внимания на время действия. Это время действия может быть связано с биографией героя. Это время действия может быть связано с биографией публициста, если это текст публицистический. И, наконец, это время действия может быть связано с конкретным поколением, довоенное поколение, например, или с конкретной исторической эпохой. Уважаемые коллеги, наши с вами задания, наши с вами вопросы помогут детям сориентироваться не только в конкретном тексте, но и в самом 27-м задании. Они покажут тот путь, который ребенок должен пройти для того, чтобы к сочинению быть готовым. Коллеги, конечно, в художественном стиле речи, в текстах, написанных в этом стиле, много пейзажных зарисовок, портретных зарисовок. И тоже наше отдельное задание, наше внимание к этим деталям композиционным помогут учащимся обращать на это внимание. Если мы с вами в подготовительных заданиях не будем на это обращать внимание, то и ученики тоже потом проигнорируют эти части текста, когда будут уже непосредственно на экзамене готовиться к написанию сочинения. Коллеги, очень важный момент – это позиции героев. В текстах художественного стиля речи мы видим с вами, что детям нужно проанализировать несколько позиций. Часто это позиция рассказчика, часто это позиция оппонента рассказчика. И вот тоже маркировка текста, чтобы ребенок точно понимал, кому принадлежит то или иное утверждение, нам здесь будет подспорьем. А это значит, что нам нужно дополнительное задание для того, чтобы дети в текст проникли. Уважаемые коллеги, еще раз смотрите, пожалуйста, на те затруднения, которые возникают у детей, и поймите, что мы не сразу с вами даем детям задание по написанию сочинения. Несколько занятий мы должны посвятить тому, чтобы ученики предварительно научились анализировать текст. И вот эти их затруднения, это, собственно, не только те вопросы, но и тот, своего рода план, по которому они должны действовать. То есть можно эти затруднения превратить в план, преобразовать в план анализа текста, смыслового анализа текста. Коллеги, теперь посмотрите, пожалуйста, на те затруднения, которые возникают у учащихся тогда, когда они анализируют текст
публицистического стиля речи. И, конечно, преобладающий тип речи – это рассуждение, но рассуждение специфическое. Это не столько рассуждение объяснения, как это есть в формате сжатого изложения в рамках основного государственного экзамена по русскому языку. Это больше рассуждение, размышление на морально-этические темы. Коллеги, а какие затруднения испытывают дети, когда работают с текстом публицистического стиля речи? Их, конечно, смущают точки зрения, представленные в тексте. Это цитаты. Публицисты часто обращаются к чужой точке зрения. Детям нужно показать, как работать с такими цитатами с чужой точкой зрения. Ведь, как правило, публицист их использует для того, чтобы соотнести и свою позицию. И либо это будет полное совпадение, либо напротив, это будет оппозиция, то есть это будет противопоставление. И вот наши с вами задания, наши с вами вопросы помогут детям сориентироваться в тексте и понимать, что не нужно игнорировать цитаты, не нужно игнорировать чужую точку зрения в тексте, который мы анализируем. Нужно сфокусироваться на этих точках зрения и понять, а для чего вообще они автору понадобились. Он хочет подтвердить свою точку зрения, он хочет показать, что эта проблема была актуальна для разных авторов, или же он хочет, напротив, не согласиться с этой позицией. Коллеги, конечно, в публицистических текстах много риторических вопросов и восклицаний. Очень часто мы их видим в начале текста, в абсолютном начале текста, и, конечно, в завершении, в конце текста. И детям тоже нужно показать то, какую роль играют эти риторические вопросы. Часто бывает, что дети используют эти вопросы в качестве формулировки проблемы, но при этом забывают соотнести с содержанием текста и искусственно пытаются привести примеры к этому риторическому вопросу, который они выбрали. Коллеги, а мы-то с вами понимаем, что роль этих риторических вопросов в начале текста – подготовить наше восприятие, вызвать наши эмоции. И не каждый риторический вопрос является проблемой, которая потом в тексте будет рассмотрена автором подробно, с разных сторон, в ключе разных аспектов. Поэтому, коллеги, работая с текстами публицистического стиля речи, обратите на это внимание ваших учеников. Коллеги, публицистический стиль речи, конечно, отличается своей призывностью и обращениями, например, к молодому поколению. И вот как раз роль этих призывов и роль обращений ученикам тоже нужно показать. И эти предварительные задания перед написанием сочинения, они как раз помогут вам проговорить то, к кому обращается автор, и в чем суть его призывов? Можем ли мы применить эти призывы по отношению к себе, а может быть, они относятся к современникам автора. Но современники автора не всегда бывают нашими современниками, поэтому обязательно нужно работать с тем материалом, с той информацией об авторе, которая у вас есть в сносках к тексту. Ну и, наконец, уважаемые коллеги, конечно, аргументы, которые использует публицист, журналист в тексте, они отличаются от тех примеров, к которым обращается автор художественного текста. И вот особенность этих аргументов, ну, например, отсылку к предыдущим эпохам, воспоминания, которые вызывают ассоциации у автора, мы с вами тоже должны продемонстрировать, чтобы учащиеся могли обращаться к этим примерам, понимая, что это и есть пример. Итак, уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, на эти затруднения, которые сейчас представлены на слайде, опять же, с точки зрения того, как вы будете преобразовывать эти затруднения в задания. Коллеги, а мы с вами будем завершать нашу работу обращением к сайту Федерального института педагогических измерений. Коллеги, я обращаю ваше внимание сегодня не на открытый банк заданий ЕГЭ. Нет, я обращаю ваше внимание на открытый банк оценочных средств по русскому языку. Коллеги, этот открытый банк оценочных средств по русскому языку существует уже с 2017 года. И вы можете обратить свое внимание вот как раз на универсальные кодификаторы
которые размещены на этом сайте, и обратить свое внимание на задания. Ну вот перед вами сейчас задания, которые я, например, нашла в материалах, а уже не в этом году, а в принципе нашла в материалах для учеников 10 класса. Вот здесь текст. И посмотрите, если вам, конечно, видно, коллеги, я позволю себе прочитать. Здесь текст и к нему задание. Что позволяет автору назвать Шаляпина подлинным гением? Обратите внимание на гениальность формулировки этого задания. По сути, здесь задание, которое позволяет детям понять, что автор выразил свое отношение. Это и есть авторская позиция по отношению к Шаляпину. И здесь задание, которое позволяет научить ребенка отбирать примеры из текста. Проблема поднята гениальности, подлинной гениальности. В чем подлинная гениальность проявляется? И вот как раз, если уж автор называет Шаляпина подлинным гением, то, безусловно, примеры нам помогут это доказать. Замечательные задания, которые позволяют простроить мостики к написанию сочинения. Уважаемые коллеги, вот еще одно задание, посмотрите. Позволю себе прочитать это задание. Вот дан текст. Передайте главную информацию, содержащуюся в тексте, одним предложением. А это ведь свернутый пример. Это, по сути, тот свернутый пример, который ученик должен научиться приводить и вот как раз в рамках выполнения задания номер 27. Мне здесь очень нравится еще одно задание. Это вот как раз грамматические нормы, и тоже бывает, что истощаются ресурсы учителя, и думаешь, где еще взять примеры. Меня всегда в этом смысле выручает открытый банк оценочных средств по русскому языку, и всегда можно найти задания ко всем блокам единого государственного экзамена по русскому языку. Уважаемые коллеги, повторю, это не банк заданий ЕГЭ, это открытый банк оценочных средств по русскому языку. Уважаемые коллеги, мы с вами будем завершать нашу работу. Я очень благодарю вас за то, что вы достаточно долго сегодня присутствовали на семинаре. Я позволю себе выйти уже из презентации, из демонстрации презентации и переключусь непосредственно на наш чат. Уважаемые коллеги, вот если у вас есть такая потребность, чтобы сформулировать вопросы, то вы, конечно, их сформулируйте. И у нас есть возможность с вами эти вопросы обсудить. Может быть, не в большом объеме, но тем не менее, давайте мы с вами попробуем их обсудить. Уважаемые коллеги, и я вас тоже благодарю. Я вижу ваши слова. Уважаемые коллеги, запись, скорее всего, что будет выложена, размещена в видеозале Института развития образования. Вы можете там ее посмотреть и, может быть, порекомендовать тем коллегам, которые не имели возможности сегодня подключиться к нашему семинару. Уважаемые коллеги, я вас тоже благодарю за внимание. Мы с вами продолжим работу в формате онлайн-семинаров подготовки к единому государственному экзамену по русскому языку. Я вам желаю успехов в вашей работе. Всего доброго. Уважаемые коллеги, все просьбы услышала и все пожелания тоже услышала. Уважаемые коллеги, всего доброго. Будем завершать. До свидания.